Сегодняшняя наша тема – препараты гормонов щитовидной железы. Наш план урока, занятия. Первое – строение функций щитовидной железы. Перед тем, как перейти к препаратам, каждый из вас должен знать анатомию, физиологию щитовидной железы, про гормоны, выделяемые этой железой, и функции этих гормонов. Поэтому ознакомимся с вами сначала с ними. Так, строение функций щитовидной железы. Щитовидная железа – этот эндокринный орган, расположен на передней поверхности шеи, в нижней ее части, соединенной перешейком, весом 15-20 грамм. Названа железа так, потому что расположена перед щитовидным хрящом гортани. Щитовидная железа. Этот эндокринный орган выделяет гормоны, которые регулируют две важнейшие процессы, происходящие в нашем организме. Основной обмен влияет на основной обмен, так называемый энергетический, и кальциево-фосфатный обмен. Так, какие же гормоны выделяет щитовидная железа? Как мы уже говорили, гормоны – это активные биологические вещества, которые выделяются непосредственно в кровь и исполняют важнейшие процессы организма. Так, гормоны щитовидной железы. Щитовидная железа вырабатывает гормоны триодтиронин и тироксин, которые влияют на важнейшие процессы нашего организма. Эти гормоны регулируют деятельность нервной системы. Сами гормоны щитовидной железы влияют на регуляцию важнейших процессов организма. Они действуют на тиреоидные гормоны, гормоны, выделяемые щитовидной железой, регулируют деятельность головного мозга, желудочно-кишечного тракта, репродуктивной системы, обмена веществ, также влияет на иммунную систему, и их выработка является важнейшим процессом в организме. Так, как же вырабатываются эти гормоны? Давайте по схеме я вам объясню. Выработка тиреоидных гормонов щитовидной железы начинается с деятельности высшего отдела нашего мозга, головного мозга, гипоталамуса. Гипоталамус, в свою очередь, вырабатывает так называемые релизинг-гормоны. Релизинг-гормоны, которые попадают в другой отдел головного мозга, гипофиза, и стимулируют выработку гормонов гипофиза, ТТГ, тиреотропного, так называемые гормоны, тиреотропный гормон. После выработки этих гормонов они попадают непосредственно в кровь, потом в щитовидную железу, и только после этого, после попадания гормонов гипофиза в щитовидной железе, стимулируется выработка чего? Гормонов щитовидной железы, так называемых триодтиронина и тироксина. Триодтиронин, которые содержит в себе трехатомный и четырехатомный йод. Разница их в том, что триодтиронин представляет из себя активную форму гормона, Т4 только после конверсии может занять активную форму. Этот принцип нейрогуморальной регуляции содержит в себе принцип обратной связи, так называемый принцип обратной связи. Что из себя представляет этот принцип? Гормон гипофиз регулирует концентрацию в крови гормонов щитовидной железы, так называемых тиреоидных гормонов. Если их содержание в крови снижено, то гипофиз увеличивает процесс выработки своих гормонов, значит тиреотропных гормонов. Если же и их уровень повышено, то гипофиз снижает выработку тиреотропных гормонов, чтобы содержать эти гормоны в крови в норме. Эта схема очень нам будет необходима при диагностике различных заболеваний с щитовидной железой. Давайте дальше пройдем. Как мы сказали, вот здесь в схеме указан принцип обратной связи. Влияние гормонов гипофиза, гипоталамуса и гормонов щитовидной железы. При нормальном деятельности щитовидной железы у нас должно вырабатываться определенное количество гормонов. Но бывают моменты, когда выработка гормонов, концентрация их или снижена, или повышена. Какие заболевания могут принести эти изменения? Так, гипофункция щитовидной железы. При гипофункции снижается выработка тиреоидных гормонов, их будет недостаточное количество в крови. И какие заболевания встречаются при гипофункции щитовидной железы? У детей
в большинстве случаев кретинизм. Так как мы говорили, что эти гормоны влияют на рост, развитие, физическую деятельность, нервную деятельность, поэтому у детей встречается чаще всего кретинизм. Задержка физического и психического развития, слабоумие. А у взрослых так называемое заболевание микседема, которое характеризуется угнетением обменных процессов, снижением физической и умственной работоспособности. Здесь у нас показатель нормы, уровень ТТГ и тиреоидных гормонов у взрослых, да, норма. Если их концентрация повышена или понижена, то это уже нам говорит о встречаемых болезнях. Вот причины. Причина гипотиреоза, да, или каковы причины? В основном бывают различные причины. Это могут быть патологии самого гипофиза, да, который вырабатывает основной гормон тиреотропный, дефицит йода в продуктах, которые бывает недостаточное количество при несбалансированном питании, также полное или частичное удаление щитовидной железы, терапия реактивным йодом и аутоиммунный тиреоидит. Это хроническое воспалительное заболевание щитовидной железы. Эти причины могут вызвать патологию заболеваний щитовидной железы. Так, в медицинской практике применяют следующие препараты. В медицинской практике применяют следующие препараты гормонов щитовидной железы: тироксин, триодтирониногидрохлорид и тиреоидин. Тироксин. Что же из себя представляет этот препарат? Препарат называют L-тироксинонатриевую соль, обычно применяют внутрь и реже внутримышечно. Действие тироксина развивается постепенно, максимальное действие происходит только через 8 или 10 дней. Продолжительность эффекта от нескольких недель до нескольких недель. Синтетический левовращающий изомер тироксина. Тироксин после частичного превращения в триодтиронин в почках и в печени переходит в клетки организма и оказывает различные влияния. В малых дозах оказывает анаболический эффект, в средних дозах увеличивает стимуляцию обменных процессов жиров, белков, углеводов, стимулирует рост и развитие, а в больших дозах уже угнетают выработку релизинг гормона, который вырабатывает гипоталамус, а также снижает выработку тиреотропного гормона, вырабатывающегося гипофизом. Показания. Основные показания препарата L-тироксина. Это, конечно, всего гипотиреоз, эутироидный зоб, и также его используют в качестве заместительной терапии. Также рак щитовидной железы, диффузно-токсический зоб в качестве диагностического средства при проведении теста тиреоидной супрессии. Доза. Как определяется доза этих гормонов? В основном тироксина, нормальная средняя доза является 1,6-1,8 микрограмм на килограмм организма. Но в то же время каждый пациент или каждого больного эндокринолог обследует и в зависимости от степени тяжести болезни, их конституции и других диагнозов может индивидуально назначить дозировку препарата. Индивидуально. Начальная доза 25 микрограммов в день. Каковы побочные эффекты этого препарата, да, тироксина? В основном аллергические реакции бывают. Бывает также при применении в чрезмерно высоких дозах гипертиреоз. Также при применении в недостаточно эффективных дозах встречается и гипотиреоз. Запоры, сухости кожи, слабости, апатия, увеличение массы тела. Следующий наш препарат – триодтирониногидрохлорид. Тут у нас есть аналоги, дженерики, синонимы, да? Лиотиронин. Тут у нас рецепт международный на триодтирониногидрохлорид. Лиотиронин – действующее вещество, форма таблеток, показания к применению. Также первичный гипотиреоз и микседема. Уже поняли, да, что за заболевание представляет собой микседема. Кретинизм у детей. Также эндемический зоб, рак щитовидной железы. Противопоказания.
тиреотоксикоз, сахарный диабет, болезнь Аддисона, общее истощение организма, тяжелые формы коронарной недостаточности. Кроме того, необходимо применять осторожно при коронарном кардиосклерозе и вторичном гипотиреозе при наличии недостаточности коры надпочечников. Во избежание обострения эти дозы немножко другие, они не должны превышать 10 и 20 микрограммов в сутки. Тиреоидин. Гормональный препарат, получаемый из высушенных обезжиренных щитовидных желез убойного скота. Тиреоидин – порошок желто-серого оттенка, характерным для высушенных тканей животных. Действие тиреоидина связано с наличием в нем двух гормонов – тироксина и триодтиронина. В организме они оба являются левовращающими изомерами. Химический тироксин отличается от триодтиронина тем, что в молекуле одного дополнительного атома йода. Суточная доза в среднем не должно превышать взрослым до 1 грамма. Стандартизирует по содержанию органически связанного йода, то есть должно содержать 0,17 до 0,23% йода. Не растворим в воде, в спирте и в других растворителях. Фармакологическое действие. Гормональный препарат щитовидной железы. В его состав входит и Т3, и Т4. Тормозит тиреотропную активность гипофиза, понижает функцию щитовидной железы по механизму, как мы сказали, обратной связи, оказывает метаболическое действие, значит, усиливает энергетические обменные процессы, повышает потребность тканей в кислороде, также стимулирует рост и дифференциацию тканей. Показания к применению. Также показания к применению – это первичный гипотиреоз, микседема, кретинит, церебрально-гипофизарные заболевания с гипотиреозом, эндемический спорадический зоб, диффузно-токсический зоб, рак щитовидной железы. Все это является показанием к применению тиреоидина. Также оказывает гиполипидемическое действие. Да, гиполипидемическое действие за счет усиленного катаболизма холестерина у нас встречается также гиполипидемический эффект. Ознакомились с препаратами, которые назначаются при гипофизе щитовидной железы, да, при снижении концентрации тиреоидных гормонов, какие препараты назначаются. Но следующие наши препараты. У нас также, кроме гипофункции щитовидной железы, встречается и гиперфункция щитовидной железы. Характеризуется это заболевание, наоборот, да, повышенным содержанием тиреоидных гормонов в крови. И это тоже не норма, является не нормой, так как гиперфункция щитовидной железы может привести к аритмии, сердечной и полиорганной недостаточности, остеопорозу, офтальмопатии, дермопатии, жизнеугрожающие состояния, при котором, если медицинской помощи не будет, может привести к летальному исходу, то есть к тиреотоксическому кризу. И при гиперфункции щитовидной железы, когда повышается уровень тиреоидных гормонов в крови, назначают следующие препараты, так называемые антитиреоидные гормоны. Да, антитиреоидные препараты, которые снижают количество тиреоидных гормонов. Они подразделяются на 4 группы, характеризуясь по механизму действия. Значит, первая группа – угнетающие продукты тиреотропного гормона в гипофизе. Там назначается йод и диодтирозин. Следующая группа – угнетающие синтез тиреоидных гормонов в щитовидной железе. Меркозалил, пропилтиоурацил. Следующая группа – нарушающие поглощение йода щитовидной железой. К этим группам относятся калий, перхлорат. И следующая, последняя группа – разрушающие клетки фолликулов щитовидной железы. Радиоактивный йод. При этом используют радиоактивный йод. И все эта группа, уже ознакомились, да, делают все, чтобы снижать концентрацию или выработку тиреоидных гормонов. Один из таких препаратов – меркозалил, да, угнетающий синтез тиреотропного гормона в щитовидной железе. Тут мы говорили, что одним из препаратов является меркозалил. Что за препарат? Уже ознакомились, да, это антитиреоидные средства.
Блокирует фермент пероксидазу, который участвует в процессе йодирования, да, процессе йодирования тиреоидных гормонов щитовидной железы. Это свойство позволяет проводить симптоматическую терапию тиреотоксикоза, также за исключением случаев развития тиреотоксикоза вследствие высвобождения гормонов после разрушения клетки щитовидной железы, значит, после лечения радиоактивным йодом. Тиамазол не влияет на процесс высвобождения синтезированных тиронинов из фолликулов щитовидной железы. Этим объясняется так называемый латентный период различной продолжительности, который может предшествовать нормализации уровня Т3 и Т4 в плазме крови, то есть улучшению клинической картины. Меркозалил. В данном случае у нас приведен пример таблетизированной формы. Будем сейчас говорить про дозировку. Показания активных веществ препарата меркозалил. Уже показания к применению антитиреоидных гормонов является наоборот, да? Тиреотоксикоз, значит, повышенный уровень или содержание в крови тиреоидных гормонов. Тиреотоксикоз – подготовка к хирургическому лечению тиреотоксикоза. Также подготовка к лечению тиреотоксикоза радиоактивным йодом. Терапия в латентный период действия радиоактивного йода. В исключительных случаях длительная поддерживающая терапия тиреотоксикоза, когда в связи с общим состоянием или по индивидуальным причинам невозможно выполнить радикальное лечение. Профилактика тиреотоксикоза при назначении препаратов йода, значит калий перхлорат. В других случаях применение йод, содержащих рентгеноконтрастных средств при наличии латентного тиреотоксикоза, автономных аденом и тиреотоксикоза в анамнезе больного. Следующий препарат. Как мы говорили, гормоны, вырабатываемые щитовидной железой, в основном регулируют две важнейшие процессы организма. Да? Основной обмен, там мы говорили, энергетический обмен, и кальциево-фосфатный обмен. Вот кальциево-фосфатный обмен регулируется за счет выработки гормона кальцитонин, который также вырабатывается щитовидной железой. Что из себя представляет кальцитонин? Это полипептид, состоящий из 32 аминокислот, участвует в основном в регуляции обмена кальция, получает его двумя путями. Есть у нас синтетический кальцитонин человека, называемый ципокальцин, и получает из щитовидных желез свиней кальцитрин. Кальцитонин. Каков механизм действия кальцитонина в нашем организме? Да? Что за гормон? Гормон кальцитонин в основном регулирует обменные процессы, в котором участвует кальций, да? То есть снижает уровень кальция в крови, замедляет всасывание кальция в кишечнике, способствует отложению кальция в костях и также замедляет всасывание кальция в почках. Поэтому применение кальцитонина в основном применяют его при остеопорозе, да, при длительной иммобилизации, в старческом возрасте, при длительном применении глюкокортикоидов, и нефрокальциноз при повышенном уровне кальция в почках. Каковы же выводы, да, из этого занятия мы можем делать? Первое. Своевременно нужно быть в курсе, да, нормы ТТГ, нормы гормонов щитовидной железы в нашем организме, поход к эндокринологу в основном. Только врач может назначить, диагностировать, дозировать эти препараты, и ни в коем случае не нужно злоупотреблять этими препаратами, потому что важнейшим фактором применения гормональных препаратов является их дозирование. Видели, да, мы с вами, что в основном побочные эффекты это зависят от неправильного дозирования. Поэтому каждый врач, каждый эндокринолог индивидуально должен разобрать ваш организм, составить диагноз, степень тяжести болезни и только потом назначать дозирование этих препаратов. Сегодняшнее занятие подходит к концу. Спасибо за внимание.